Так, у меня такие новости. Прямой эфиру сразу скажу, как человек прямой, простой. Если меня слышно и видно, помашите. А коли посмотрите потом, ну и ладушки. Короче, моя компания 8 марта объявляет продажу в прямом эфире. Здравствуй, Александр. В прямом эфире несколько ножей. Количество не буду говорить. По WhatsApp на статусе показал клинки. Клинки короткие, тоненькие, очень острые. И делаем все возможное, чтобы как раз успеть сроку, помимо заказов, ножи женские. Женские ножи, пацанские ножи буду продавать в прямом эфире. Вот. Кто успеет, тот и приобретет. А кто не успеет, оставлю данные, скажем так, что потом, если будет в наличии, если останутся в наличии, можно будет их приобрести. Почему нет фотографий, почему нет данных? По той простой причине делается, и хочется все-таки празднику преподнести подарок. Необычные ножи, да, и есть обычные, национальным колоритом, видом, каноном. Ну и среди них есть, можно сказать, каждый ножик по-своему уникален. Вот, и ножи будут совершенно иного вида. Да, с долом, да, с клеймом, но, во-первых, длина, во-вторых, сталь, РВЛ и Неолокс 2 будут. Вот. И хочу порадовать наших любимых, горячо уважаемых, да, и народных наших подруг с праздником, так сказать. И сразу в прямом эфире продам несколько ножей. Хотелось бы успеть больше 10. Звонок был, отвлекают. Как всегда у нас, что-то хотел сказать, забыл, перебили. Да ладно. Вот, сегодня на статусе я опубликовал до обеда, скажем так, обереги, которые делаются, и многие спрашивают, что это такое, для чего оно, а-ля-тополя. Объясню быстренько. Это очень нужная вещь специально для вас, для тех людей, которые на Земле 90% должны воспользоваться этим. Почему 90? Но все-таки 10% носит, я не знаю, какие-то своей вере, носят кресты и так далее. Но этот оберег не просто амулет, он обладает уникальной силой для здоровья. Это не кремлевская таблетка. Чем помогает и для чего она нужна, спрашивают. Человек, чтобы одеть ее, проходит через обряд. Вот. После обряда одевает, и потихонечку, постепенно меняется вокруг него все в лучшую сторону. Это проверено не первый год.
скажем так. Но у нас в Якутии оно распространено очень-очень давних времен. Вот. Но не все до сих пор носят. Не все. Во-первых, не только для здоровья, но для тех, кто окружающий мир не так ярк, не так хорош, не так хотелось бы. Для таких моментов он помогает сильно. В чем сила? Очень волшебная вещь. Там, если рассказать часик-другой, можно покалякать, но поймут зрители процентов 10-20 максимум. Так что, если не говорить правду, поверят, не поверят, 50-50, ну 50 на 50. Ну а от всей души хочу сказать вам, в чем волшебство. Старинная вещь из давних времен, во всех узорах национальных, во всех посуде, вот, всегда оберегает, всегда даже уничтожает то, что внутри вас. То есть не только неполезные бактерии, вот, но и ваш характер грубый какой, но и если вселился вам негативная энергия, просто очищает, как рук снимает, и все вокруг становится потихоньку. Если вы желаете этого, потихоньку помогает встать на ноги. Это не какой-нибудь мембей, это не какой-нибудь, это реально, ребят. Вещица делается вручную, индивидуально, каждая вроде похожа, но для каждого человека по-разному действует, но только в сторону благополучия. Приведу пример. Я подарил такой оберег моему давнему другу. Вот. Живет в Центральной России. Вот. Он христианин, крестом и так далее. И он однажды мне, раз в полгода созваниваемся по видеозвонку, как жизнь молодая и так далее. Человек объясняет: ну, Эдуард, положение такое, не очень хорошее, компанию развалил, то, что батя оставил, все наперекосяк, у жены проблемы со здоровьем и так далее. Говорит, подскажи, что надо, будь другом знаешь кого, волшебные таблетки те, которые делают, подскажи, пожалуйста, говорит. А я долго не думая, понял, хорошо, и мы сам отправил человеку, человек поверил, не поверил, но одевай, чтоб было видно, не внутри, а снаружи, чтоб было. Ну ладно, там на холоде пускай будет не на всю видно, а уже под одеждой. Ну ничего, все равно его видят высшие силы, сказал ему. Он сначала не поверил, байка какая-то, лето-поля, но все-таки он носил. Иногда он забывал, когда принимал душ, но все-таки у него, сам замечает, цитирую, вдруг ощущаю себя без трусов, говорит. А что такое, без трусов ходишь? Он говорит, нет, оберег забыл, пошел в баню обратно, слава богу, девчонки там оставили, не с собой брали. Вот. Имеется в виду диспетчер. Вот, одеял, все нормально. Вот. Почему он вдруг обратился ко мне? Он мой давний клиент, очень сильно подружились, до сих пор дружим.
Вот, ему отправил. Не такой, конечно, но именно символы пятизначные они были. Вот, пятиглаз, если переводить без харах, называется. Человек, получает, потерял все, вот, и решил в конце концов продать свою квартиру, чтобы переехать на маленькую, и решил, у них там заводы и так далее, атмосферу поменять, решил переехать буквально в деревню, ну, город городского типа, там есть, ну, врачи рекомендовали жене, вот, и так далее. И он сам не замечает, что идет что-то в ту сторону, а не наоборот. Вот. Я ему спрашиваю, ну что, носишь? Пошел. Без него никак, говорит. А что такое? Подъезжаю. Пробки, пробки, пробки. Хочу останавливаться у магазина, а там одни пробки. Потерял. Сразу машина выезжает, а я там залезаю. Ну, вот такие, в общем-то, моментики. И то же самое охотник по бобру. Очень злоядный. Стоит, вдруг почувствовал оберечек, потерял немножко, что-то на своем говорит, сразу, самый большой, черный, дац, взял домой. Ну вот так, маленькие вещички, маленькие полезные вещи тогда было. В конце концов приезжает, переезжает, продает квартирку трехкомнатную в центре, да, и переезжает, скажем так, в родном районе, но в селе. Да, в пригороде. Покупает домик старинный, буквально за бесплатно. И что делать сельскому человеку? Хозяйство, козы, куры, гуси, утки, все такое завел. А тем не менее, жена потихоньку приходит в себя, здоровье восстанавливается. И, кстати, Женя тоже заказал сразу, как почувствовал энергетику. Вот. Жена потихоньку встает, нефиг лежать в деревне, когда один человек только там на улице за хозяйством смотрит. Волей-неволей встаешь, а в квартире-то еле-еле достаешь дистанционное и плазму свою смотришь, еле-еле доходишь до холодильника, там и поел, что есть, еле-еле пошел в туалет, другую дверь открыл, умылся и все. А деревня-то не так, все знаем. Надо баньку истопить, надо воды принести, чтобы умываться, надо белье помыть, все движение. Так, потом человек думает, как содержаться, как жить. Ну, есть немножко склады стартовые, скажем так. Думает, что делать. К нему приходит мысль, давай-ка я стану фермером, давай-ка я стану каким-то, ну, скажем, крестьянином, чтобы свое дело. Взял в аренду землю, потом переоформил на себя, там и кукуруза, то все дело. Вдруг понадобился трактор, первые годы арендовал у ребят, потом уже свое. И вдруг человек замечает буквально через пару лет, во что он превратился. Во что он, какое состояние. Был в центре города, кипиш, клубы, дискотеки, то все. Вот. А у нее там компания, по-моему, типа оргтехники или что-то такое. Связан компьютер. Был занятой, сидел перед компьютером, вдруг пошел и
понеслась я так. На второй год замечает, что у него появились работники, у него солидное хозяйство, и куры, и козы, и свиньи, и так далее. И у них появилась дочь. Дочь, которая очень много лет пытались, ну как не пытались, всякие европейские клиники там погуляли. Вдруг получился гол в хорошем, свежем природе. Буквально живут. Вот. У нее очень хорошие собаки. Рабочих собак. Стал охотиться. В данный момент, что у человека стало с ним? Крепкая семья. Крепкая. Вот. По-моему, третьего ждут. Ага. Уже. Крепкая семья. Хозяйство крепкое. Конкретный бизнес. Там у нее в районном центре лавочка. Все продает. Все делает. В общем, оборот имеется. Охоту годие забабахал себе. Ну, в общем, за всю широту широко живет человек. И благодарит мне перед Новым годом. Спасибо тебе, дорогой, что ты мне дал эту вещицу. А я смотрю, слежу на Инстаграме. Ну, там первые ягоды в лесу за грибами и так далее. Вот такие огурцы в теплицах выращивать и так далее. А я ему подсказываю, давай хозяйство заведи конкретно, чтоб сильно было, без ничего, чтоб проблем не было, говорю. Ну так и поступил. Сейчас у него хорошие кони, которые соревнуются уже. Человек ездит в последнем отделе крутой фирмы, машинка. Вертолеты только едут, как говорится. Вовсю, широко живет. Всегда приглашает, всегда обещаю. Вот. Когда-нибудь доеду. Вот так. То есть, мой дорогой друг, если ты это видишь, ты молодец. Во-первых, ты поверил. Вот. Во-вторых, ты правильно поступил. Правильно. В-третьих, будь здоров. В мегаполисе, в пентхаусе живешь, вроде все есть, вроде что делаешь, там доллары, аля-тополя, крутой-мрутой. Оказывается, это счастье на природе. Он в этой суете ничего не имеет. Вроде имеет, вроде карта, вроде одни нули, крутой-мрутой. Шампанское за 10 тысяч долларов пьет. Красавчиком был. Ну вот так. Так распоряжаться предки. Сейчас он, как говорится, до 100 будет жить. Уже конкретно у него фундамент свой. Личный. Свое хозяйство, работники, бизнес свой. Свои дети пошли. Там и учатся это городском, типа городского поселка. Уважаемый человек, добрый, добродушный, занимается миссионерством и так далее. Вот так вот, из маленькой такой вещицы. Вот в чем сила. А вы, мои дорогие, видим, слышим, наверх, молодец, завидуем или не верим вообще. Каждого свое. Никто тебя не заставляет. Ладно, ребята, вот такая маленькая рекламка. Неподдельная. Вот. Раскал называется. Оберег
пятиглазик, без харах, обладает магической силой. Того я и вам желаю. Стоимость 5 рублей всего. Вот. И то, что начал, с того, что начал этот эфир, закончу 8 марта. Ребята, в прямом эфире продам женские ножи, которые я никогда не делал. Но делал-то в малом количестве. А сейчас хочу продать более 10, если успеем. Вот. В прямом эфире. Цена смешная. Очень хорошая. РВЛки и не лонгтам стали. Так что не упустите. Я эту ссылочку этого эфира, с вашего или без вашего позволения, ну с вашего позволения, отправлю вам в личку, которая у меня ВКонтакте. Вот, будьте добры, распространяйте, чтобы в эфире было весело, в темпе. Как это будет происходить, какого вида оплаты и так далее, мы обсудим в прямом эфире. Так что встретимся через несколько суток, 8 марта, 14:00 по Москве, на этом канале. Кому интересны обереги, пишите в личку. Я благ.